Пленарное заседание первых международных шинкубовских чтений открыл директор Абхазского института гуманитарных исследований. Арда Шуба отметил, что творчество народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба многогранно. Его произведения переведены на разные языки. При этом Шинкуба успешно сочетал творчество и политику. Баграт Шинкуба дыган, науна задагян хоть абсойлар дырчохойна, абсосекеркират ажа амчхакшарда издыртбаз, абсыхаздаз. А классика традиция заржаз и хаз и налугаша шпойна. Баграт Василий Шинкуба апсо сахеркыр литература мацара чакум по иншхак иртбай жиларчаху ахарджи хабза ала гиган рацала. Ирадания яхевахи хаваз апсо сахажа ивнятаетаваз яхевахи яригниколос апсо окошажа униколает. Уймо, а школ данталанахас. Юа когонь юмта квадрып ходаналага. Ванза ябача. Урт ирхоз ажибшко раскас. Да шакалщак, да шаналащак. Аман ирваз юа когоня и поемаква. Юмта курканги. Юхойт даду ахта, даду ахзабхи абата. Поздравительный адрес участникам чтения от имени президента Абхазии Аслана Абжаня зачитал советник главы государства по культуре Нукзар Логуа. Хатырску аризча азарава. Ирачо апсо милат литература я запсос, яхеги запсо, хазгдуа ашкуича. Увартрбжара ерцах ашхипш ирилохо ихц атурух язанижит апсныжлар поэт. Абадабар Балкарияпи, Адыгая Пулей, Жлар Школя, Баграт Осилипа Шинкуба. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварамия, приветствуя гостей, отметил, что рад видеть в зале коллег из республик Северного Кавказа, которые приехали специально на шинкубовские чтения. По словам ректора АГУ, Баграт Шинкуба не только значимая творческая личность, но и духовный лидер абхазского народа. Баграт Васильевич не просто знаковая фигура в истории нашего народа. Она гораздо выше этого. Это духовный лидер народа, который дал путевку в жизнь очень многим представителям абхазского народа. Далее слово предоставили гостям научного форума. Первым выступил директор Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве КЧР Рамазан Хагапсов. Невозможно недооценить значение творчества Баграта Васильевича Шинкуба, его неоценимый вклад в развитие духовной культуры не только Абхазии, но и всего абхазо-адыгского мира и в сокровищницу мировой литературы. Он фактически поднял на новый уровень традиции классической абхазской литературы. Как сказал Сергей Есенин, большое видится на расстоянии. Так и мы, наверное, с каждым проходящим годом, помня, что его нет с нами, мы вновь и вновь открываем для себя творчество великого поэта, прозаика, документалиста, этнографа. И с годами мы по-новому оцениваем неприходящие общечеловеческие ценности, на которых строилось все творчество Баграта Шинкуба. Выражаем ему благодарность за мудрые мысли и за богатый жизненный опыт и нравственный багаж, который он нам оставил в наследство. После открытия конференции, на котором также выступили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо, доктор филологических наук из Адыгеи Марзият Беданок и кандидат педагогических наук из Дагестана Миясат Муслимова, были зачитаны научные доклады. Первым свою работу представил народный поэт Абхазии Мушни Ласурия. А композитор царавцамта сирхон разыцрива, и упылой, и этаха шазмам ашедевриква, и унрывает увидус ихши и бельхатра, и пырцаз, а милат курду хачу, ргвала шарачьянхаз, и этаха шазмам арчам таква. У вас и вширу один такой рыда, але в шах корида, а сахар литература, и хочу загом, уртана ара, и багапаны, а сахар же яла гыло, житна бахас, и хаге хапхаге у вас акхой. У вартирееву
Ириша Шалу, Ридзереч, Ириду Балу Абцантов, Хавсо, поэта, гений, Баграт Васильевич Шинкуба, Евцамта, Амхаджира, Ргареша. Абаси всего лентого хатрака, духа, а литература теззава, ала, царава, хазигол, аусум так разыркует, ашква разыркует. Продолжила работу конференции выступление доктора филологических наук академика Анна Владимира Зонтария, который подготовил доклад на тему «Философская лирика Баграта Шинкуба в русском звучании». Одним из наиболее ярких примеров высокого профессионализма в столь деликатной сфере стал перевод философской лирики выдающегося абхазского поэта Баграта Шинкуба, чье многогранное и разножанровое творчество достаточно широко представлено в русском духовном эстетическом мире. Образцом синтетического слияния элементов фольклорно-мифологического мировосприятия, стихии народного мышления, лирического самовыражения самого поэта, построенного на сквозных художественно-ассоциативных сцеплениях, может служить одно из ранних стихотворений Шинкуба «Моя звезда». В образе лирического героя, мчащегося на белоснежном коне, чтобы схватить в стремительном полете свою звезду и дальше понести, двуединый символ, подразумевающий, с одной стороны, обманчивость судьбы, призрачность надежды, с другой – контрастирующую им веру, дух романтического дерзания. На языке оригинала начало стихотворения звучит так: «Исахайтир хамтен хабатша уицох куднацумшан, ахасначан скусказается и кудшита цартипш ичшан». Доклады о жизни и творчестве Баграта Шинкуба представили и ученые из республик Северного Кавказа, в том числе и в формате онлайн. Первые шинкубовские чтения, посвященные 105-летию со дня рождения народного поэта Абхазии, продолжатся 13 мая. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.